Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что хорошее и приятное ждет вас в ближайшие дни? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что ж, интересная отсыпка вышла. У вас тут и звезда слева, и какая-то интересная активность, которой раньше не было в вашей жизни. Ну, давайте пойдем по порядку. Начнем с корня рисунка. Смотрите, какой-то человек в сегодняшнем дне очень активно думает про вас. У человека очень живой интерес в вашу сторону. Человек как будто бы готовится либо к какому-то разговору очень серьезному, важному, судьбоносному, либо человек готовится к тому, чтобы о себе заявить. Вы все разные, отсыпка у нас общая. Поэтому, девочки, у кого-то отыграется, что ваш любимый человек вас чем-то очень-очень удивит и порадует, да, какими-то словами, какими-то действиями, какими-то предложениями, у кого-то даже очень долгожданными. А у других отыграется, что влюбленный в вас человек начнет проявляться, причем очень активно в вашу сторону. Да, то ходил там, молчал, скрывал свои чувства, а то будете прямо аж отбиваться от его активности. Да, девочки, у кого-то и так отыграется. Ну, это все приятности, это все к радости. Это, кстати, приносит вам удовольствие. Вот вижу, что вы довольны тем, что ситуация складывается именно таким образом. Так что скучно вам точно не будет. Здесь пахнет любовью, здесь пахнет романтикой, здесь пахнет счастьем. С чем я вас, мои хорошие, и поздравляю. Так, к левой стороне идем. Смотрите, ну тут огромная звезда. Вот она, видите? Пятиконечная звезда в правильном положении. И какой-то, извините, черт, который пытался эту звезду от вас, я не знаю, прятать, скрывать, не пускать вас к этой звезде. Смотрите, у одних отыграется, что эта звезда ваша, ну, ваша популярность, да, по звезде популярность проходит. У других отыграется, что это ваша мечта, ваше желание. Ну, а у третьих отыграется, что это, ну, как ваше предназначение, да, вот стать этой звездой. И какой-то человек специально, умышленно либо вас отговаривал, либо наговаривал на вас, либо очень жестко критиковал, либо делал какие-то другие действия, которые вас отдаляли от этой звезды. Что мне нравится в этом рисунке? То, что звезда огромная, а этот, извините, черт, ну, ножки сломает. У кого-то в прямом смысле отыграется, да, что человек, который вам вредил, повредит себе конечности, да, в данном случае ноги. У других же отыграется, что у человека не достанет сил дальше вас удерживать, сдерживать и вам мешать. И идет такая прям, ну, достаточно громкая развязка этой ситуации, когда то, что ваше, ну, как говорится, падает вам прямо в руки. Я не удивлюсь, если кто-то из моих дорогих зрителей, будь то мужчины, будь то женщины, буквально в самые ближайшие дни станет, ну, я не знаю, известным, популярным человеком, узнаваемой личностью, публичной личностью. То есть люди, например, узнают о ваших особенностях, о ваших талантах, о ваших, может быть, каких-то уникальных умениях, да, в конце-то концов. Сейчас в мире интернета популярным, в принципе, может стать каждый, кто действительно не боится себя показать, кто незаурядная личность
И, конечно же, да, имеет хотя бы смартфон для того, чтобы себя как-то показывать. Опять же, на работе может отыграться ситуация, что вы поймаете звезду. То есть, возможно, кто-то ваши заслуги, ваши результаты себе приписывал, да, а тут все это вскроется. И станет понятно, что это вы, и именно вы тот гений, который, извините, на своих плечах там, фирму спас, вынес, да, из тупиковой ситуации, там, помог заработать денег, либо решил какую-то сложную задачу. Да, вы станете известны. У других же отыграется действительно исполнение вашего желания и мечты. Опять же, подчеркну, очень может проиграться негативчик, который был на вас. Ну, например, вас могли поглазить, даже могли как-то, какое-то воздействие, да, негативное на вас оказать. И как удача ваша от вас была отвернута. Это негативное воздействие, как выходит, да, срок давности выходит, все, ваша звезда, она у вас в руках. То есть очень яркое, очень важное и очень приятное событие. Вот оно тоже уже где-то совсем близко, совсем на днях. Так, больше вам никто мешать не будет. Ну а если вы станете популярным, это ваша судьба. Судьба быть популярным человеком. Так, опять же, с левой стороны. Человек, который вам очень не нравится. Вот прям терпеть не можете этого человека. Заслуженно, незаслуженно, это уже не важно. Важно, что здесь прям такое острое чувство антипатии у вас присутствует к этому человеку. Это может быть даже кто-то из родственников, кто-то из окружения, там, и коллеги, там, не знаю, соседи, да, кто угодно может быть. То есть какого-то человека вы на дух не переносите, терпеть не можете. Этот человек вас порадует, либо вы услышите какую-то приятную новость об этом человеке, что человек куда-то, я не знаю, уезжает, выезжает, переезжает, увольняется, я не знаю, там, уходит, переходит, там, на больничку идет, да, все может отыграться. Вот. И вам так станет легко, так станет спокойно, вы даже сможете как отключиться от этой всей темы, да, переключиться на что-то более важное и интересное для себя. Представляете, да, тот, кто вам мешал, тот, кто был триггером, и тут что-то с ним происходит, все. И вы понимаете, что какое-то время вы этого человека точно видеть не будете, и мешать вам этот человек тоже не будет. Хорошая новость, приятная новость. Но мне почему-то кажется, что человек куда-то будет, либо уезжать на какой-то срок, может быть, даже и на длительный, либо увольняться, да, то есть уход этого человека. Ну, конечно же, ваша радость. Так, с правой стороны рыбы. Рыбы, причем такие, знаете, серьезные рыбы, габаритные, я бы даже сказала. Кто у меня работает сам на себя, кто у меня какую-то свою собственную деятельность ведет. Неважно, чем вы занимаетесь, главное, что вы работаете сами на себя. У вас идут какие-то шикарные, не знаю, клиенты, да, богатые, щедрые, готовые платить щедро. И идут они по чьей-то наводке. Кто-то на вас даст наводку, да, по чьей-то рекомендации, возможно. Но таких клиентов у вас еще не было. Эти клиенты полностью смогут покрыть ваши потребности и ваши ожидания от вашей деятельности. У других же людей отыграется, что, возможно, какие-то заказчики, либо какие-то очень выгодные контракты. Да? Несколько контрактов вы сможете подписать. И причем, это, знаете, было пусто-пусто, вы там печалились, переживали, слезы лили, там думали, что все, надо закрываться, там кто-то говорит, да, буду банкротиться. И тут на тебе, да, в один момент, там буквально, может быть, там с разницей в несколько часов, либо в несколько дней, вот такие шикарные рыбины вплывают в вашу жизнь, да, в вашу акваторию. Ну, сказать, что вы будете рады, нет, это не радость, это счастье, это реализация, это все и сразу, знаете, вот как вкупе. Вся палитра радости, счастья, удовольствия, все вместе вот намешано. Зря вы так отчаиваетесь, смотрите, какая у вас просто шикарная перспектива. Занимайтесь дальше, чем занимались. Кстати, возможно, вот это событие и это событие чем-то взаимосвязано. Вот идет такое ощущение.
Так, идем дальше. Здесь у меня женщина что-то очень выгодно покупает и приобретает. Причем как-то не думаючи, либо спонтанно. Да, вот какое-то очень выгодное приобретение прям в руки к вам идет. Может быть, не сразу поймете, что выгодно, а потом как поймете, как порадуетесь, как удивитесь. Да, вам, кстати, кто-то даже завидовать будет. Не исключено, что кто-то из ваших близких людей, подруга может позавидовать, сказать, ну надо же, да. Либо даже кто-то из родственников может позавидовать. Но вам повезло, вы в нужное время оказались в нужном месте, либо там в нужный момент открыли по велению случая правильную страничку в интернете. Ну что-то вы приобретете, причем такое, знаете, не мелкое. Не мелкая, но очень выгодная и очень классная вещь, либо предмет, может быть, даже какая-то одежда, девайс какой-нибудь. Замечательно. Так, еще. Здесь у меня люди встретились, целуются. Просто целуются. У мужчины какая-то шапка необычная. Очень необычная. Очень похожа на какую-то фуражку. Может быть, это мужчина военный, либо мужчина, который где-то в силовых структурах находится. Также по такой необычной шапке может отыграться мужчина-иностранец. Здесь мужчина и женщина встречаются, они целуются. Целуются, и это счастье, да, счастье от встречи идет и у мужчины, и у женщины. Счастье одно на двоих вам идет. Девочки, если ваш мужчина где-то находится по долгу службы, идет встреча, причем встреча для вас будет неожиданная. Скорее всего, он сделает вам сюрприз, либо в последний момент сообщит, что вот он, я уже рядом, там, накрывай на стол, да, либо приведи себя в порядок, идем в ресторан. И вы прям немножечко даже поплывете в этот момент. Также может отыграться, что наконец-таки ваш любимый, который находится от вас далеко, например, в другой стране, на другом континенте, вот он приехал. И вот она, ваша первая личная встреча, так, чтобы можно было друг друга почувствовать, прикоснуться и заглянуть в глаза. Очень, кстати, счастливая встреча идет. Я даже не могу сказать, кто больше счастлив, вы или мужчина. Что мужчина тоже на таком подъеме, на таком взводе идет. Ох, горячая встреча будет. Горячая, страстная. И это любовь. Это любовь. Это счастье. Так, идем дальше. Здесь какая-то работа. Не могу сказать, это ваша основная работа, либо это работа дома, либо на огороде. Да, вот большой объем работы. И вы постоянно об этом думаете. Вы думаете, боже, как не хочется, как же это сложно, как же мне сложно. У меня там ручки болят, ножки болят, голова не соображает. Ну не могу. Я не могу себя заставить делать эту работу. Вот. Ну, понимаете, что надо. Смотрите, у вас то ли помощники появятся, то ли вот кто-то, да, вот, может, родственники, либо там, близкий человек скажет, так, все, отдыхай, посиди, я все сделаю сам. Да, либо мы все сделаем сами. Такие шикарные помощники все поделают. Причем вы, конечно, будете переживать, да, вы не привыкли никому делегировать свои полномочия. Будете думать, да, ну там не так сделают, там придется переделать. Все будет просто замечательно. Вас как избавят от этой работы, да, от этих страданий, усилий физического труда, либо умственного труда. Кто-то за вас что-то сделает. Возможно, это будет впервые в жизни. Да? Впервые в жизни за вас кто-то поработал, за вас кто-то какое-то дело сделал. И это будет просто невероятно, невероятно прекрасно. Вот именно для вас. Так, идем дальше. Какое-то приглашение. Я не могу сказать, что кому-то, скорее куда-то. Да, куда-то вас будут приглашать, звать. Это может быть парк, это может быть, не знаю, там, театр, цирк, да. Может быть какая-то выставка, что-то зрелищное. Вот мне идет что-то зрелищное. Место, которое вы, ну не знаю, не привыкли посещать, либо не считаете, что вам там будет интересно, да, у вас нет особого интереса к этому месту, тут вас приглашают, а вы такая,
да не очень, и вас прям за руки, да, вытягивают из дома и ведут в это место. Знаете, такое удовольствие получите, вот визуальное, моральное, эмоциональное, вот прям развлечетесь, и отвлечетесь. Мне почему-то кажется, что после этого приглашения вы сами будете на регулярной основе посещать это место. Вот настолько вам понравится, настолько это окажется интересным и вот именно для, не знаю, общего развития, либо для эстетического удовольствия. Вы потом постоянно будете ходить и наслаждаться именно этим местом. Это замечательно. Так, еще мостик вырастет между вами и какими-то двумя людьми. Именно двумя. Вы, с одной стороны, одна, а там два человека. Эти два человека либо совершенно новые люди, либо люди, с которыми вы виделись, но особо не общались. По мостику идут разговоры, идут приятные разговоры в дружеском тоне, и у кого-то отыграется, что даже уже какое-то совместное что-то, да, действие совместное, помощь, да, кто-то кому-то будет помогать, подсказывать, что-то вот прям предпринимать. Это очень полезно, это не только хорошо и удовольствие, это еще очень-очень полезно для вас, для вашей жизни, для решения каких-то вопросов, да, вот как два новых друга. Может быть, они и пара, да, может быть, они просто, ну так случилось, да, что они вместе в одно и то же время с вами подружатся. Хорошо, это хорошо. Так, и вот этот перчик, острый перчик. Ну, острый перчик — это страсти. Вы меня простите, мне там кто-то в комментариях писал, что за страсти, мне там 60 лет. Мои хорошие, от этого никто не застрахован. И любовь, и страсть в паспорт не смотрит. Понимаете? Не смотрит. Так что не надо такое писать, а лучше настраивайтесь на позитив и живите полноценной жизнью. По перчику, причем вот видите, он у вас с правой стороны, ну, безумные страсти вас ждут. Безумные страсти. Будет и жарко, и горячо, и азартно, и интересно, и что-то будет по-новому. Что-то прям очень необычное. У кого-то вспыхнет страсть с человечком, да. Знаете, как дружили, общались, а тут бац, все, и в одной постели оказались. И очень, кстати, удачно. А у других отыграется прям такое безумное наваждение, безумное влечение, когда человек, ну, просто, ну, отключает ум, да, ум сам отключается, говорит, все, я на отдых, да, и все идет вот именно по нижним чакрам. Ну, прекрасно, прекрасно, такие вот страсти, они очень и важны, и нужны, и для здоровья, и в целом, да, для психосоматики очень важны. Ну, что сказать? Море удовольствия, море радости ждет вас именно в интимной жизни. И пишите, что хотите в комментариях, но я должна это сказать, и я это говорю. Так, мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.